По изначальному плану Гитлера Ленинград должны были стереть с лица земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам немецкого командования, население города должно было умереть от холода и голода. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, унес сотни тысяч жизней жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, а в это время советские войска не прекращали попыток прорвать окружение. Боролись за Ленинград и ингуши, в том числе офицер Руслан Гудантов, защищавший дорогу жизни, лежавшую через Ладогу. Во время всей этой блокады эта земля снабжалась, эти люди снабжались продовольствием, армия боеприпасами, и оттуда по этой дороге вывозили раненых и больных, вывозили детей на Большую землю. И вот там танкист, командир роты танкистов Гудантов погиб, защищая эту землю, создавая этот плацдарм. Медалью за оборону Ленинграда удостоен Ильяс Дидигов. Когда началась война, старший сержант находился на военной службе в Ленинградском военном округе. Оттуда в августе 41-го он ушел воевать в качестве заместителя командира 245-го стрелкового полка. Около 3 месяцев Ильяс Сатоевич сражался с врагами в районе Выборга. Выборг несколько раз переходил из рук в руки. Ильяс очень мужественно оборонялся. На подступах к городу Выборг его полк попал в плотное кольцо немецкой армии. По несколько человек солдаты пробирались через болото к своим, то и дело вступая в бой с немецкими оккупантами. 20 августа им все-таки удалось вырваться из окружения, потеряв при этом половину сил. Добравшись до Ленинграда, полк доукомплектовали и сразу бросили в бой. В одном из сражений 3 сентября 1942 года Ильяс был серьезно ранен. Очнувшись 3 суток, он полз в сторону Ленинграда, к своим. После ранения стал инвалидом и не смог вернуться на фронт. Слышит русский голос, открывает глаза и видит, что он у своих, в госпитале. Уже пошла гангрена. Участвуя в сражениях под Ленинградом, пропал без вести Султан Базиев. В 1939 году его призвали в ряды Красной армии. Участвовал в советско-финской войне. По ее окончании продолжал армейскую службу в должности шофера. И уже в 1941 году участвовал в сражениях под Ленинградом. Северо-западный фронт. Табучхана Финляндии том можно сигам Ленинград химии. Табучхан сигда бегаус диантем табудишхан. Призыв сигид ансиг абхаус. В боях у блокадного Ленинграда проявил самые лучшие качества настоящего воина и Ахмед Плиев. Служил старшиной в 180-м артиллерийском полку. Все его награды, а также письма с фронта родственники Ахмеда передали в школьный музей. И теперь во 2-й Плиевской школе есть уголок имени ветерана-героя. В тяжелых днях, когда как там люди переживали голод, голодали, но не сдавались, делились последним куском хлеба, друг другу помогали и выдержали блокаду, выстояли, но не сдались. Вечером 27 января 1942 года по советскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. В память о героях на Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита воинам-ингушам, участвовавших в освобождении Ленинграда. Залина Могушкова, Новости 24.